Несмотря на ограниченные физические возможности, многие из сидящих в зале являются активными участниками культурных и спортивных мероприятий. В своем выступлении глава администрации Халид Сулейманов отметил, что невзирая на ограничения здоровья, среди них есть люди, которые являются примером для многих. Три объединения – это общество инвалидов, общество слепых и общество плохо слышащих людей. Эти общества у нас очень активное общество. Даже многие организации, учреждения не могут так объединиться и жить, и работать, как вы. Вам большое спасибо за то, что вы человечны и очень дружелюбны друг к другу. 3 декабря Генеральная ассамблея ООН провозгласила Международным днем инвалидов. Мероприятия в преддверии этого дня направлены на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиту их достоинства, прав и благополучия. От имени общества слепых я выражаю огромную благодарность частным предпринимателям Петракова Леониду Александровичу, Ильясову Ренату Венеровичу, Сафоновой Галине Ивановне, Султангреевой Амине Шавкатовне и многим другим. Желаю всем здоровья и удачи во всех их начинаниях. А людям с ограниченными возможностями желаю здоровья, любовь и внимания близких и поддержка тех, кто всегда готов им прийти на помощь. Конечно, 2016 год очень удался для нашего общества инвалидов. Это мы и победы на чемпионатах Республики Башкортостан на всех соревнованиях, и победы на республиканских соревнованиях. Участвовали очень много и проводили конкурсы творчества. И, участвовали очень много социально значимых проектов. Но я горжусь нашими активными членами общества. Они готовы везде и всюду принимать участие. И поэтому нас как-то, как меня, как руководителя общественной организации, способствует тому, чтобы еще продумать новые социально значимые проекты для нашего общества. Сибайское городское общество инвалидов было создано в начале 90-х годов. Сегодня оно насчитывает более 250 человек. Они проводят здесь свободное время, устанавливают дружеские контакты, отмечают праздничные даты и все радостные моменты, которые происходят в их жизни. За эти 20 лет для многих членов общества серые будни наполнились смыслом. Они знают, что здесь их любят, ценят и поддерживают. Я начала в это общество ходить, когда еще у нас была Галия Сабитуловна Хибатуллина при ней. Это очень хорошо, что такое общество открыли. Люди общаются, это в год один раз. Очень такое, это люди довольны с таким ограничением, кто как это, и настроение поднимают, и нам помогают это вот. Мы разные кружки, вот вязание там, или это, разные, в общем, спортивные соревнования, на природу выезжаем. Как говорят представители обществ людей с ограниченными возможностями, тот, кто волею судьбы вынужден относиться к этой категории граждан, не должен сталкиваться с социальными барьерами. Вне зависимости от праздников, эти люди всегда должны ощущать заботу и поддержку со стороны окружающих. Евдокия Титаренко, Радмир Исунгулов, Гульгина Раскидина, телекомпания СТВ.